Уважаемые зрители видеоканала After Empire, недавно перед президентскими выборами в России, а точнее перед очередными выборами Путина, если быть абсолютно точными, башкирская общественная организация «Башкорт» заявила, что отказывается участвовать в этих выборах, потому что ни один кандидат не выражает идеи истинного федерализма. Мы связались с представителями этой организации и побеседовали с ними о том, как они понимают федерализм, а также о сложностях независимых региональных организаций в нынешней России. Здравствуйте. Добрый день. У портала After Empire есть несколько интересных вопросов к Башкорту. Очень приятно. Да. Меня зовут Габасов Руслан. Я являюсь первым заместителем председателя Башкирской общественной организации «Башкорт», которая располагается в Республике Башкортостан, Российской Федерации. Очень приятно. Так, а есть у вас возможность немножко камеру опустить? Видно. Вот, отлично. Отлично. Это логотип наш. Ага. Вот, да, очень красивый. Логотип. Так, ну, собственно, первый вопрос касательно актуальной темы выборов. Ваша общественная организация заявила, что не будет поддерживать ни одного кандидата на российских президентских выборах, поскольку никто из них не выступает за истинный федерализм. А что такое истинный федерализм в вашем понимании? В нашем понимании истинный федерализм – это когда все субъекты Российской Федерации, если она действительно федерация сама по себе, то все субъекты равны между собой. И между собой они ведут договоры, то есть все на договорных основах у них. То есть вот раньше так было у нас. Республика Башкортостан с Москвой и также с другими субъектами создавала договоры. Вот между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан был договор о делегировании полномочий. То есть, соответственно, были распределены полномочия, и каждый все было расписано. Сейчас, к сожалению, и суверенитет убрали у Республики Башкортостан, Конституцию привели в соответствии с Конституцией Российской Федерации, хотя у нас по Конституции Российской Федерации Республика Башкортостан она является, то есть все республики национальные, они являются также и государствами, которые имеют право свои конституции иметь, вот, и свой парламент, и своего президента. К сожалению, президента тоже убрали. Это вот вертикаль власти, выстроенная начиная с 2000-х годов, она постепенно свернула на нет весь федерализм в сегодняшней стране. И, соответственно, пришли к тому, что мы сейчас имеем. Ну, то есть вы выступаете именно за договорную федерацию? Договорную федерацию, абсолютно верно, за больше свобод экономических, политических, то есть чтобы мы могли быть хозяевами на своей земле. Понимаете, вот даже такой важный пункт в Конституции Российской Федерации убрали, где было прописано, что всеми недрами, природными ресурсами владеет многонациональный народ Республики Башкортостан. К сожалению, убрали, сейчас у нас Москва распоряжается нашими природными ресурсами. Да, к сожалению, это так. Наш портал читают в различных регионах России и многих зарубежных странах. Но вот, к сожалению, информации о региональных общественных движениях сейчас в федеральных СМИ очень мало. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о Башкорте, когда была создана ваша организация, какие ее цели, задачи, много ли жителей республики вас поддерживают? Наша организация была создана в 2014 году, в июне месяце. Но, да, мы ведем достаточно активную деятельность. На сегодняшний день можно сказать, что мы, наверное, одни из тех немногих активных национальных организаций, которые, скажем так, говорит прямо, открыто, отстаивает точку зрения как свою, так и старается башкирского народа.
и всей республики. Дружим со многими общественными организациями, как в республике, так и за пределами, и в других национальных республиках. Соответственно, на демократических, скажем, платформах наша организация, ну, хотя мы себя считаем националистами, башкирскими националистами, но достаточно мы либеральны. Вот. Национал-либералы такие, да? По поводу выборов, вот вы сказали, да, действительно, как бы мы сделали заявление, мы действительно не видим на сегодняшний день ни одного из тех кандидатов, кто выдвигается на пост президента Российской Федерации, который бы отражал бы интересы наших национальных республик. К сожалению, мы наоборот видим, что только идет как бы давление, а те кандидаты, которые как-то хоть затрагивают немножечко проблемы национальных республик, языков, то есть тот же самый федерализм, но они, к сожалению, непроходные. Так что вариантов нету, и смысл вообще за кого-то там, когда все предрешено, мы не видим смысла. Ну да, садиться за стол с наперсточниками. Да. Это пустое занятие. Как говорится, если ты садишься играть в покер, посмотри вокруг себя. Если ты не видишь дурака, встань и уйди, потому что дурак окажешься ты. Вот. Да, очень верно подмечено. Очень сложно не согласиться. Значит, вы такие национал-либералы, можно вас, наверное, так назвать. Ну, а в самой республике, то есть у вас имеется поддержка? Да, конечно. Среди башкирского населения у нас достаточно хорошая известность о нас. Нас поддерживают многие. Естественно, это не во властных структурах. То есть мы их потому что частенько критикуем. Хотя как бы готовы на сотрудничество. Если это будет нести благо нашему народу, нашей республике, мы готовы сотрудничать со всеми, если они это сотрудничество не противоречит как бы нашим принципам. Все так открыто для всех, для диалога. Но действительно, как бы нас многие знают, о нас многие пишут, часто нам звонят, спрашивают, обращаются за помощью. То есть чем можем, то есть что в наших силах, мы помогаем, естественно. Участвуем во всех проводим крупные мероприятия, крупные акции, турниры, соревнования, спортивные какие-то такие вот, политических событиях часто участвуем. Ну, в общем, стараемся участвовать активно в общественной деятельности республики, в общественной жизни. Да. А вот на сегодняшний день в России запрещены, по сути, все региональные политические партии, они не могут избираться в местные парламенты. Вот каким образом, на ваш взгляд, независимые общественные движения в регионах могут добиваться сегодня своих задач? А вот очень такой своевременный вопрос. Дело в том, что у нас в республике Башкортостан в 2018 году как раз будут осенью выборы в Госсобрании Курултай. Мы 10 декабря 2017 года, вот буквально в декабре месяце, проводили второй съезд башкирского народа. Наша организация проводила, где мы заявили официально, что будем выдвигать своих кандидатов своих в депутаты в Госсобрании Курултай. То есть это наша Госдума, скажем так, своя. Вот, естественно, так как политические партии по национальному признаку запрещены, мы будем самовыдвиженцами, скорее всего, выдвигать, пробовать. Как бы поддержка имеется, но пройдем или не пройдем, время покажет. Ну, то есть все-таки такая возможность у вас есть, то есть именно баллотироваться вот на выборах в Курултай. Ну, возможность есть у любого гражданина Российской Федерации, поэтому как бы мы будем пользоваться своими правами. Да, ну это отлично, молодцы. Поддерживаем вас всячески в данных начинаниях. Спасибо. Вы написали, что руководство вашей организации находится 3-й год под уголовным делом, которое никак не закрывают. Расскажите, пожалуйста, подробнее, в чем власть, собственно, обвиняет ваше руководство. 3 года назад, вот, то есть в 2015 году, у нас, скажем так, нас обвинили в хулиганстве. То есть якобы мы там нанесли легкие телесные повреждения одному там из, пощечину дали, в общем, якобы одному из общественных деятелей, тоже из молодежи. Вот.
И на основании этого как бы на нас завели уголовное дело на 3 человек, то есть вот на меня, на нашего председателя Алчинова Фаиля и председателя южного филиала нашей организации. У нас несколько филиалов есть еще по республике. Вот, то есть, и вот это дело, оно, то есть, то дело, которое, скажем так, расследуется в течение ближайшего 1 месяца, максимум 2 недель, участковый, и только этим занимается участковый должен. У нас оно длится уже 3-й год, его никак не закрывают. Постоянно, когда необходимо, допустим, мы проводим какую-то либо акцию, либо какое-то там мероприятие, которое, скажем так, не нравится властям, они нас сразу же, то есть нас тут же в этот же день задерживают, якобы для допроса, увозят, то есть чтобы пытаться сорвать акцию. Вот так вот съезд башкирского народа в 2016 году, первый съезд, когда мы проводили, нас в этот день просто взяли, задержали на весь день, якобы для дачи показаний, и попытались тем самым сорвать съезд. Но у нас как бы, так как мы лидеров они убрали, но есть же еще наши активисты, которые как бы довершили это дело, провели спокойно съезд потом. То есть вот длится 3-й год, когда закроют, непонятно, то есть как бы все сроки прошли уже, нашли какую-то причину, якобы, что где-то когда-то приостанавливали, что как будто бы мы находились в розыске, якобы, хотя мы нигде ни в никаком розыске не находились, мы всегда на виду, то есть мы проводим акции постоянно, ежемесячно, любые акции, у нас телефоны наши у всех сотрудников полиции есть, оказалось, что мы, оказывается, там полгода находились в розыске федеральном. Вот, то есть как бы такие страны. Ну да, то есть пытаются пришить всякими различными методами. Да, нас просто стараются держать на крючке, вот этим вот. На поводке на коротком. Да, очень такая знакомая ситуация. Ну и, собственно, последний вопрос касательно языковой проблемы. В прошлом году по инициативе президента Путина было фактически свернуто преподавание местных государственных языков в школах национальных республик. А в Башкортостане эта ситуация осложняется еще и тем, что 25% населения республики этнические татары, которые теперь вообще не могут изучать свой родной язык в республике. Как вы предлагаете решать языковую проблему, если бы в России был реальный федерализм? Ну, вы немножко неправильно сказали. Татары могут изучать. Дело в том, что запретили изучение государственных языков. Татарский язык, он же не является государственным в Республике Башкортостан. Еще есть помимо этого предмет родной язык. В соответствии с этим предметом у нас есть компактно проживают чуваши, татары. Ну, есть деревни, районы даже вот есть, где проживают компактно чуваши, татары, марийцы, удмурты. И у них обучение велось и ведется до сих пор как бы на их языках. И в тех школах, где ведется обучение на русском языке, там обязательно есть предмет родной язык, где когда уже больше 7 человек, если заявляют, допустим, в классе, что вот мы, там 7 удмуртов, например, мы хотим, чтобы нам преподавали родной язык. То есть им, соответственно, обязаны предоставить учителя. Поэтому в этом проблем нету. То есть, как бы. Но проблема в том, что действительно во всех национальных республиках на сегодняшний день отменили обязательное преподавание государственного языка. Дело в том, что по Конституции Российской Федерации все республики национальные имеют право устанавливать свои государственные языки. А по Конституции национальных республик, в том числе вот Республики Башкортостан, допустим, у нас вот башкирский язык и русский язык, они оба государственных языка, то есть они равноправны между собой. Тогда почему русский язык изучается в обязательном порядке, а башкирский язык не в обязательном порядке? Тем более еще по заявлению мы должны, то есть как бы мы же башкиры, находясь на своей земле, мы должны еще писать заявление, то есть что вот желаем там изучать. То есть это вот вообще как бы принижает наш статус как коренных жителей, как республикообразующей нации. Вот эта проблема, то есть она как началась, действительно башкирский народ очень сильно воспринял это, очень близко к сердцу. Мы провели крупный митинг 16 сентября, наша организация провела, собралось около 3000 человек, даже больше, наверное. Были, естественно, различные, старались препятствовать нам со стороны властей, но в любом случае мы собрали 3000 человек, то есть как бы и высказали свою точку зрения. И до сих пор мы не согласны с этим, что вот наш язык вот так вот принижают. Наш язык нисколько не ниже русского языка, не ниже других языков, мы себя считаем, и не выше, соответственно, мы себя считаем равноправными.
И еще вот такой парадокс, что на сегодняшний день, допустим, по учебному плану есть один обязательный иностранный язык. Сейчас еще ввели второй обязательный иностранный язык, понимаете? То есть мы, башкиры, вот, допустим, у себя на родине обязаны в обязательном порядке изучать русский язык, 2 иностранных языка, а вот государственный язык у нас не преподается. Да, башкирский почему-то принижается. Да. Такая странная ситуация. Вот, и вот, допустим, когда в Прибалтике, в Украине там начинается давление на русскоязычных, и на их начинают как-то давить, то есть Россия сразу же делает заявления, громкие заявления о том, что вот мы не допустим, что вот почему-то своих граждан, которые находятся в Российской Федерации, не замечают, и то есть это вполне нормально у них, когда языки отбираются. То есть это сейчас очень острая проблема, народ до сих пор не успокоился, до сих пор собираются круглые столы, конференции, всякие пишутся заявления, собираются подписи. То есть народ не смирится с этим, потому что потеря языка – это потеря идентичности народа. Да, то есть такие странные ситуации творятся в республиках с национальными языками. Вот, например, в республике Карелия, то есть вообще карельский не имеет статуса вообще никакого. То есть такие странные дела в России, да. Карелия вообще у них. И сейчас вот такие упорно с каждым днем, с каждым месяцем увеличиваются слухи о том, что вот якобы собираются ликвидировать республики национальные. То есть вот это еще больше напряженность создает. То есть, естественно, как бы пока от властей такого нету, но около властные всякие личности, приближенные к власти, такие как, допустим, Жириновский, или Прохоров до этого заявлял, Матвиенко как-то говорила, то есть, что укрупнение регионов начнутся, там, национальные республики, то есть, ликвидировать. То есть вот это все вызывает очень такую напряженность, настороженность с нашей стороны, то есть со стороны национальных республик, поэтому если это произойдет, то о какой федерации вообще можно будет говорить тогда? Да, неспокойное время, как говорится. Ну что же, тогда благодарим вас за ваше время, за ваши очень интересные ответы, развернутые. Вот. Мы со своей стороны, то есть портал After Empire будет, естественно, оказывать вам всяческую поддержку, ну, по крайней мере, в медийном плане. Спасибо. Вот, так что обращайтесь всегда, будем держать с вами связь. Да, вот как бы напоследок хочется сказать коротко, что наша организация считается, то есть мы защищаем права и интересы башкирского народа, но, то есть, соответственно, только законным путем, в соответствии с законами Российской Федерации. И то есть нас там многие пытаются обвинить, там якобы и экстремистами, и кем только не пытаются обвинить, но ни одного заявления там с нашей стороны о том, что там, если мы там собираемся отделяться, там, допустим, или выгонять там другие народы с нашей, то есть никогда такого не было и не найдете. Мы достаточно миролюбивая организация, готовы сотрудничать со всеми. Если у кого есть желание с нами выйти на контакт, на сотрудничество, мы только будем рады, тем более по защите, скажем, тех же самых языков, то есть будем рады. Да, конечно, вы выступаете за договорную федерацию, это, собственно, совпадает с нашей позицией, мы выступаем за новый федеративный договор в Российской Федерации, так что, я думаю, мы продолжим наше сотрудничество, по крайней мере, в медийном плане, то есть я не вижу никаких препятствий для этого. Ну окей, тогда желаем вам всяческих успехов, благодарим вас еще раз за ваше время. Спасибо большое. Удачи вам. До свидания. До свидания. Всего доброго. Мы благодарим организацию Башкорт за интересную беседу и желаем этой организации всяческих успехов в их деятельности. Смотрите видеоканал After Empire, здесь говорят о том, что будет после империи.